Милая, нежная, любимая, дорогая, заботливая и никем и никогда не заменимая. Это те главные слова, которые мы можем и должны говорить женщинам. И не только в праздник 8 марта, но и каждый день нашей жизни. В истории чеченского народа немало примеров мужества и доблести воинов, боровшихся против завоевателей. Но мало кто знает, что среди этих героических людей были и женщины-чеченки, сражавшиеся за свободу и независимость своего народа против произвола и бесчинств. Достаточно вспомнить Таймус Хагихинскую, дочерей сожженного чеченского села Дади-Юрт, бесстрашных Айбику и Зазу. В тяжелое для республики время чеченские женщины всегда стояли бок о бок с мужчинами. Супруга первого президента Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадырова Аймани Несейна Кадырова была поддержкой и опорой, тылом для своего супруга. Она воспитала 4 детей, среди которых и глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Женщина выполняет несколько функций. Она мать, сестра, жена, коллега, руководитель. О том, какое значение она имеет в исламе и в обществе, рассказал директор департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской республики Байли Тевсиев. ويقوم داخل يعدق دق داقلوش حي أن خليو تغن ويقوم حلقة بويل فتش عن جون حالاتش بوش بول فتش عنا واسط تير نانوي يجي أق تير حسم نانوي شايسين واش دعدل بوش بول أنت تسارع بسن بوش بول زودري يشتغلنا ويد إحد إقق شوش إحينا مثل خلديش زودرشة شيخة أق مثل إقق شوش دول كيجي زود بيشه مثل إيه زودري بويتي أو يمخك عيالشه شوارت شيخ مثل إيه ساعات إعبازة تير إيماننا تير صوبرنا تير دينا اللي نقى تنغ مثل إيه تمتك بولشه إشتحالدو ويمخك عدرج أزغل وجدالة بيركتي ديقل دي دويل ويزودري دي داود إيه بيركتي إيل شعريز ولشت إيه دنينا إيه خرطع داود نسلو يخوي. Наши мамы и сестры трудились в тылу во время Великой Отечественной войны. Они стойко вынесли лишение великой трагедии чеченского народа, выселения, ужас 2 военных кампаний. Преодолев все невзгоды и ненастья, женщины Чеченской республики сохранили умение прощать, надеяться и верить. Они ежедневно дарят нам свою заботу, теплоту и ласку. Именно благодаря их нелегкому, подчас титаническому труду мужчинам удается добиваться отличных результатов в науке, политике, спорте, и в то же время женщина в современном мире не отстает от сильного пола, играет важную роль в обществе. Многие из них на протяжении нескольких лет успешно возглавляют различные общественные организации. Яха Агаева, председатель региональной общественной организации «Союз родителей учащихся образовательных учреждений», поздравляет женщин с Международным женским днем. Мне хотелось поздравить всех женщин нашей республики с наступающим днем 8 марта, пожелать им благополучия в семье и материнского простого счастья. И в этой связи мне хотелось сказать, что мы, уделяя сегодня огромное количество времени нашим детям, знаем, что это наша с вами спокойная старость и спокойствие. Зияющей раной в республике остается проблема без вести пропавших. Она отзывается болью в материнских сердцах женщин, которым до сих пор ничего не известно о своих детях. Но они все еще ждут и верят. Их, сильных женщин, не теряющих надежду, а также всех женщин Чеченской республики, поздравляет руководитель организации «Поиск без вести пропавших» Тамара Кагирова. Я бы пожелала нашим женщинам, всем женщинам, терпения, благополучия в семье, семейного счастья, чтобы они надеялись, ждали, и чтобы никогда больше не проливали слез по своим близким людям, чтобы всегда светило солнце, было голубое небо над нами, и чтобы они сохранили свой семейный очаг. Лейла Аюбова, Лепкан Базаева, Зайнаб Батукаева, Аминат Мальсагова, Зайнаб Межидова, Малика Амарова, Хеда Саратова, Рабу Аздаева. Неполный список женщин, которые возглавляют сегодня общественные организации и активно участвуют в общественно-политической жизни республики. Одна из самых молодых и перспективных организаций – Клуб Иман. Ее активистка также хочет поздравить всех женщин с праздником, с Международным женским днем. Поздравляю всех женщин
всего мира с Международным женским днем 8 марта. Желаю им всем счастья, здоровья, любви, а также благополучия в семье, так как благополучие в семье, радость и уют в семье – это самое главное для каждой женщины. И к моим словам также присоединяются все активисты клуба «Иман». Ну и последние строки своего фильма нам хочется посвятить самому дорогому человеку в жизни каждого из нас – маме. Ее неиссякаемой силой любви. Сила материнской любви является всепроникающей. Она оберегает и ребенка, и семью, и весь человеческий род, и всю планету. Так скажем спасибо всем матерям за их чувства, которые поистине от самого Всевышнего.